Әр баланың севімлі ойынжағы бар. Кукла, мисал olarak, kızçıklarının ilk arzusu. İslam dininde canlı mahluklarını tasvir etmege yasak etilgen. Şunun için ecdatlarımızın kuklalarında beti olmagan ve bu delil kartanalarımızga ve onların analarına sevimli oyuncaklarının oynamaga hiç keder etmegen. Ya nasıl olar bu meseleni çizgenler? Nelerle oynaganlar? Kuklaçıklar öz kıyafetini nasıl deniştirgen? Bu ve diğer suallerini Miras programması bu yayında açıklayacak. Бүгін böyle kuklaçıklar kızçıklarının ömrünü yaraştıra ve zemanevi vakitinin modasını meydana getire. Şu acayip kuklalarını yapkan ustalar öz icadına incelikni көрсетмеге тырыша. Bazıları oyuncakka milli koloritni sindire, bazıları ise Avrupa şekline yakınlaştırıp mod olmasını isteyler. Yani onlarını böyle eksperimentlerge ilhamlandıra eken. Для этого нужно хорошее настроение, обязательно тишина, чтобы меня никто не отвлекал. И меня это больше даже расслабляет от всех вот забот, которые в течение дня происходят. Вот. И я в основном делаю это ночью и расслабляюсь таким образом. Момент создания уже образа, одежды, пришивания волос, вот именно в этот момент я уже начинаю фантазировать, я никогда не знаю, чем это закончится и как точно будет выглядеть кукла. Примерно мне мои клиентки рассказывают свои желания, вот, а там уже в конце уже как получится. Но всегда девочкам, конечно, нравится. Для меня идеальная кукла – это кукла кудрявая, обязательно с розовыми волосами, обязательно в пушистом платье, в розовом. Вот для меня вот как-то это идеальный образец куклы. Но сейчас я замечаю, что вот у меня больше стали заказывать какие-то такие модные в джинсах, в каких-то пайтах, с капюшоном обязательно, в крутых кроссовках. То есть вот людям нравится больше все-таки это. Ну, есть, конечно, предпочтение. Вот если, допустим, для какой-то принцессы заказывают, то, конечно, там что-то такое прям воздушное, розовое обязательно. Такое тоже, конечно, бывает. Очень любят леопард. Adet üzere en unutulmaz iş bu ilk iştir. Şu kaydı ise bütün sanat çeşitleri için bir olmakta. Kahramanımız bildirgeni gibi birinci icatını tekrarlamak pek kıyın vazife. Куклы начала шить, наверное, года 2 назад, как раз в период пандемии, когда мы все сидели дома, мне было скучно. Вот, и я решила с дочкой начать шить куклы, для того, чтобы как-то ее развить. Она была блондиночкой, очень-очень кучерявой, красивой, в розовом, естественно, платье. Для меня кукла – это кучерявая обязательно и в розовом платье. И вот это была моя первая кукла. Evvelsi ise kuklalar bambaşkaydı. İş şunda ki Kırım Tatar kuklaçıklarının beti olmagan, o tokumadan yapılgan. Efsanevi Kırım Tatar yırtıcısı Sabriye Erecepova öz vaktinde güzel kuklaçıklar tükken. Şu ustalıkka onu anası öğretken. Umumen balalık çağında kızçıklar öz-özüne kukla tükkenler. Kuklanın burun ve gözlerini kömürnen, dudaklarını ise çükündür şırasıyla boyalaganlar. Çıtadan yapılgan kuklaçıklarga ise çıtalı bet kukla degenler. İş şunda ki, yanı doğan bu zaf kümerde ince çıtada doğa.
Бузавчыкнын чытасыны күнеште курытып, балачыкларга бергенлер. Кызлар оны түз көшеліклерге кескен. Бейаз безінден ісе төгерек япып, içine уч яда 5 капыкны койган бар. Бір тарафтан таячыкны бағлап, бойынны япкан бар. Оның башка тарафында кереклі түсте киіплернен қаш, бурун ве көзлерні япкан бар. Içinden ісе памукны қойып, бетке қабарықлық бергенлер. Қызыл токумалардан янакларында аулық япкан бар. Бетіні ісе шу чытаға сарып алған бар. Sonra kuklağa kollar, ayaklar ve beden tıkkenler. Eğer kukla kızçık olsa kız anterını, oğlan olsa oğlan anterını yapkan var. Kızçık olgan kuklağa sahibinin saçlarını kesip yapıştırgan var. Vakit geçse de kukla bu günge kadar kızçıkның en balaban arzusu olmakta. Oyuncakның kıyafeti denişi ama kıymeti, faydası ve esas yapılış şekli kala. Bunun beraber yapılması hakiki sanatka çevrildi. Ya kahramanımız için bu nedir? Для меня это какой-то творческий порыв. Я творческий человек, я всегда творчеством увлекалась. У меня мама шила. С детства я помню, она всегда стелила на пол скатерть, ставила свою машинку, стол, и я всегда сидела на этой скатерти и играла в куклы. И вот те, которые ошметочки от ткани оставались, я шила из них одежду куклам. И это у меня как было с детства. И когда я впервые увидела эту куклу в Инстаграм, мне захотелось именно ее не купить, а почему-то сшить. Я очень влюбилась в эту куклу. Наверное, не сразу. Прошло, наверное, где-то год прошел, когда я решила, все нужно купить. Как раз вот была пандемия, опять же. И вот было очень много свободного времени, и тогда я решила, что вот как раз настало это время. Мне понравилась кукла. Я ее шила для конкурса красоты, для победительницы конкурса красоты. Вот. И она была с розовыми волосами, ну, кучерявая, и была в очень красивом черном платье. Ну, вот. И она мне почему-то вот очень запомнилась. Я пытаюсь ее повторить, но не получается все равно. Она все равно вот как-то по-другому получается. Не получается ее повторить однозначно. Ленара Джербинова куклачыкларның мераклы бір чештлерін яратмак үстінде çalışа. Оларның тарихыны терең öğrenip, yakın келечекте кыяфетіне Крым татар унсунларыны кошмага ниет ете. Кукла называется Тильда. Это скандинавский стиль, если я не ошибаюсь. То есть ей около 80 лет, она не такая старая. И изначально она была только как интерьерная кукла. Она шилась из натуральных тканей, она была не такая, конечно, красивая. Вот. И со временем уже мастера, которые шили этих кукол, они уже шили одежду съемную, которую, ну, куклу можно раздевать, одевать. То есть усовершенствовались волосы, они стали не натуральные, но более хорошего качества. То есть эти волосы не вызывают никакой аллергии у младенцев даже. То есть можно всем детям. Вот. И таким образом эта уже кукла стала не только интерьерной, но и игровой. Если заказывать прям малышам, то я шью одежду несъемную, я приклеиваю обувь, я все приклеиваю, чтобы ничего не снималось. То есть обычно детки в первую очередь снимают обувь, то есть начинают там что делать с волосами, и она уже плохо выглядит. Поэтому в основном это собранные какие-то косы, обязательно заклеенные все резиночки, чтобы ничего не распускалось, кроссовки не снимались. Вот. Ну, такие куклы я шью маленьким. А когда уже я знаю, что это точно будет интерьерная кукла, то есть там можно уже сделать более шикарную. Либо, допустим, я знаю, что ребенок постарше, он будет переодевать, играть, укладывать спать, тогда я уже делаю одежду съемную. Oyuncak adamның ilk dostu. Şunun için onu dikkatle saylamak gerek. Miras programması ise bugün sizge güzel kuklacıkны yapacak.
В основном девочки все хотят подобрать цвет волос под цвет волос хозяйки этой куклы. То есть мы подбираем очень долго, это так тяжело, именно тот оттенок. Некоторые мамочки прям заморачиваются очень сильно, и мы выбираем именно определенный оттенок, чтобы, допустим, если у ребенка кучерявые волосы, то мы ищем кучерявый и цвет. Потом уже обсуждаем одежду, выбираем цвет, стиль какой-то определенный. Я очень долго ищу аксессуары. Первый этап – это у нас, я беру выкройки, и я шью ручки, ножки, то есть тело куклы. Потом соединяю это все. И следующий этап – это пришивание волос. А вот потом начинается все самое интересное. Я беру вот эти вот подобранные ткани, аксессуары, придумываю уже образ. И постоянно меняется у меня мнение, как это будет выглядеть. То есть я вначале не знаю, как это будет выглядеть. Сначала я там сошью платье, одену на куклу и уже смотрю, думаю, так, здесь нужна шляпа, допустим, или беретка. Потом одеваю, потом думаю, так, здесь нужен какой-то определенный аксессуар или помпон, допустим. И потом уже вот таким образом рождается уже образ.